Женщины, дети, рабы, метейки, персы, всадники, колесницы, богатые и бедные граждане города, все бежали к моему костру. От 600 до 900 человек. Такой конкурс на место в одном из самых востребованных факультетов ГИТИС – актерском. Конкуренция огромная, а потому тщательная подготовка становится ключевым фактором успеха. Абитуриенты это знают и приходят на прослушивание заученной прозой, стихами, прочтенными с выражением, песнями. В ход шла и импровизация, но в этом и суть. Именно так комиссия стремится раскрыть личность каждого претендента. А может быть неправильно, понимаете, может быть на излом. Потому что сейчас не очень понятно, есть ли у вас темперамент, вот, есть ли у вас эмоциональная заразительность. Вот что-то, что выходило бы за рамки прогноза погоды, скажем так. Ход прослушивания определяется в зависимости от выбранного направления. Занда Маджиева приехала на прослушивание из Калмыкии. Она мечтает поступить на театроведческий факультет. Ей пришлось изучить много теоретического материала. Правда, во время общения с комиссией это оказалось не столько актуально. Занда отвечала на вопросы о себе, объясняла выбор театроведения и представляла свои письменные работы. Меня очень привлекает атмосфера в ГИТИСе и то, как в учениках, в студентах воспитывается желание к обучению, к достижению все новых и новых целей. И, конечно, преподаватели очень нравятся. А вот абитуриентке из Ингушетии Алиме Лимаревой, желающей поступить на актерский факультет, пришлось даже спеть. Хоть она и призналась, что вокальные данные у нее не самые сильные. С детства девушка мечтала связать свою жизнь с актерским искусством, а подойти к вопросу серьезно она решила в более сознательном возрасте. Я встречаю человека, который занимался, отучился на актерском. Я спрашиваю, как мне это нравится, как это сделать. Он говорит, вот туда поступай, изучи это изнутри и поймешь, хочешь или нет. Вот. Я послушала, думаю, ну раз хотела, надо с детства мечту исполнять. При прослушивании в ГИТИС ценится неординарность. К примеру, у абитуриентов просили прочитать лирическое стихотворение так, словно они находятся на политическом митинге, или представить себя в каких-либо уникальных ситуациях. И ребята справлялись, пусть и не с первого раза. Какой-то гений в неизвестность канув переложил на живопись тюльпана. 10 тысяч. Как счастлив я, что голос твой пойму, что человек я, что душе все чаще доступна радость красоты щемящей. Хорошо, достаточно. Прослушивание – часть уникального проекта «ГИТИС Юг», созданного более 20 лет назад. Для многих абитуриентов из ряда регионов это возможность продемонстрировать свои таланты. Каждого молодого человека слушают в среднем 15-20 минут. Иногда достаточно даже 1 минуты, чтобы определить будущее абитуриента. Так что для ребят из СКФО это еще и шанс запомниться комиссии и получить ценные рекомендации. В рамках этого проекта поступило в московские, и не только в московские, лучшие театральные заведения страны. С Ингушетии порядка 89 человек. Вот. А со всего юга России, и не только с юга России, поступило приблизительно около 200 человек. И у меня есть полномочия, то есть от ректора в определенных случаях проводить сразу через 2 тура наиболее талантливых детей. Так мы прослушиваем первый тур. И те, кто отобраны, они должны уже ехать в Москву и там досдавать. То есть понятно, что это, во-первых, дополнительный шанс. В целом абитуриенты оцениваются по тем же критериям, что и в Москве. Основные требования ко всем – начитанность и погруженность в культуру. Большинство ребят прослушивание не проходят, ведь места в ведущем театральном вузе ограничены, и конкуренция велика. Поступят только самые лучшие. Вот волос из турецкого дивана. А вот лоскуток персидского ковра. Это очень интересный проект, потому что если бы не он, то, наверное, я не знаю, там 100 с лишним или 200 с лишним человек за это время, они бы так и остались анонимными, хорошими людьми, но не посвященными в искусство. Первоначально прослушивания по проекту «ГИТИС Юг» проходили в Ингушетии. Позже было принято решение сделать проект мобильным, чтобы он охватывал и другие регионы. Сегодня, спустя 15 лет, проект вновь вернулся в наш регион. Мария Макиева, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.